ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В поселке Водный состоялся традиционный турнир «Меч Ухты». Рыцарские поединки по правилам исторического средневекового боя прошли уже 21 раз, фактически став неофициальным чемпионатом Республики Коми. На ресталище приехали бойцы из Усинска и Сыктывкара, ну и, конечно же, ухтинские спортсмены. Всего 12 участников. Одежда и снаряжение каждого не стилизованы, а практически подетально воспроизведены с рыцарских. Снаряжение представляет собой в основном европейских, и есть один монгол 13-14 века. Оружие – это полуторные мечи, одноручные мечи, баклеры и большие щиты. Бои проходили по системе триатлон. Первый раунд длился 1,5 минуты на полуторных мечах. Второй раунд – бои с мечом и маленьким щитом-баклером. До 5 очков по 3 сходки. Третий раунд – 1,5 минуты боя с мечом и щитом стандартного размера. Баллы начисляют за каждое результативное попадание. И несмотря на то, что год от года правила становятся лояльнее, так в этом году отказались от ударов фронтом щита в угоду безопасности. Чтобы выдержать хотя бы один такой бой, нужны часы тренировок. Поэтому победа достается самому натренированному. Занимаюсь, и в силу того, что я веду детскую секцию, вместе с детьми тренируюсь, у меня очень много тренировок получается. Естественно, что те, кто тренируется не очень интенсивно, им сложно со мной конкурировать. Но сыктывкарцы порадовали, у них много именно молодых бойцов. Вот. У нас участники есть те, которые... У нас есть молодой участник, которому 50 лет. Он 2 года только как начал заниматься, а ему 50 лет. Вот. В общем, все довольно неплохо выступают. Просто, к сожалению, мне конкуренции пока только вот осталось 2 человека. Одним из этих двух является брат победителя Михаил Зардинов. Ему досталось серебро турнира, бронзу взял Николай Белых. Все призеры – представители ухтинского клуба «Цитадель». Закончился меч Ухты показательными выступлениями. Финалом рыцарских поединков стал бой стенка на стенку или так называемый бугурт.